Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе годовщина гибели малазийского лайнера MH17. Памятные мероприятия прошли во многих странах мира. В США подан иск против бывшего лидера сепаратистов в Донбассе. Эксклюзивное интервью с адвокатом истцов. ФБР расследует стрельбу в рекрутинговом центре ВМС в штате Теннесси. Начинаем, как всегда, с новостей из Праги. Катерина, пожалуйста. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Ровно год назад, 17 июля, самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. Среди пассажиров было 80 детей. Всего жертвами катастрофы стали 298 человек. Граждане Малайзии, Нидерландов, Австралии, Индонезии, Великобритании и других стран. Окончательного ответа на вопрос, кто виновен в их гибели, до сих пор нет. Сегодня на месте крушения около села Грабово, которое находится под контролем сепаратистов, проходят мероприятия с участием военной техники и представителей власти самопровозглашенной ДНР. Родственники погибших обратились в суд с исками против России, Украины, Малайзии, авиакомпании-перевозчика и лично Игоря Гиркина, более известного как Стрелков. От бывшего так называемого министра обороны ДНР в американском суде требуют почти $1 миллиард компенсации. Близкие погибших возлагают вину за катастрофу и на правительство Украины, которое не закрыло воздушное пространство в районе боевых действий, несмотря на то, что ранее в зоне конфликта были сбиты несколько самолетов. Правительство Малайзии внесло в ООН предложение по созданию международного трибунала по расследованию крушения Боинга. Президент России Владимир Путин назвал это предложение преждевременным и контрпродуктивным. Расследование катастрофы продолжается. Международная следственная группа готовится обнародовать детальный отчет о крушении лайнера. На месте падения Боинга жители окрестных сел возводят монумент в память о погибших. Репортаж наших украинских коллег. Самолет упал в поле между селами Грабово и Рассыпное, и местные жители вряд ли когда-нибудь забудут страшный день 17 июля 2014 года. А сын выходит и говорит: мама, у нас труп в кухне. Я захожу в кухню, там дырка, в потолке, в крыше дыра. И эта женщина лежит на вот этой куче глины, песок. И вот это она на этой кучке лежит. Муж еще остался во дворе в тот момент, мы уже были в погребе, а муж во дворе, и он мне потом рассказывал, говорит: я вижу, вот оно летит сюда. Сюда буквально летит на меня, но оно же сдалека не видно, а полетело, что оно дальше, за больницей там упало. За поселком. А такое чувство, что сюда. Этого я не видела, мы в погребе. Я их вот так вот двоих взяла, лежала. Страшно. Страшно, это непередаваемо, как страшно. Жители строят каменные монументы, пытаются справиться с травмой. Каждую неделю в село приезжает психолог и беседует с детьми. Однако ночные кошмары снятся и взрослым. Все боялись. Я лично вот после того, как упал Боинг, я работал там, помогал. Я, наверное, неделю не спал вообще. Настолько был нервный срыв. Я не спал. Спустя год после катастрофы кажется, что село живет обычной жизнью. После крушения Боинга боевые действия в этом районе прекратились. Самолет этот даже, он, наверное, может даже и спас нас, этот самолет. Потому что здесь тогда, запретили боевые действия. Сюда же начала ОБСЕ приезжать, вот туда, в Грабово, где он упал. И нас, как таковых, почти не обстреливали. В полях вокруг Грабова сейчас ничто не напоминает о катастрофе. Там, где год назад лежали обломки самолета и тела погибших, цветут цветы. И только местные жители никогда не забудут этот день. 17 июля 2014 года. Вот летит, она не слышит. А я говорю: давай текайте сюда, а тут уже падает. Меня аж переколотило. И дар речи пропал, я даже сказать ничего не могла. Думаю, а потом, когда уже отсюда вынесли, тут я не поняла, что это ребенок, а уже перед двором, когда положили, он
Вот эту ж майку с лица сняли, а то дитё было. Лет 15 мальчик. На улицу выбежали, тут за забор. Дедушка сделал шаг, и сразу возле него кусок упал самолета. Чуть не раздавил его. И девочка вот тут лежала, но я видела, как она летела сверху. Вот так летела, 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 крутилась, крутилась, упала соседки у моей Полины во дворе. Одним из первых журналистов, оказавшихся на месте катастрофы, был мой коллега, фоторепортер Петр Шоломовский. То есть где-то вот в районе 8, может быть, 9 вечера следующего дня, 18 июля, мы были уже на месте. Первым делом мы поехали в, как это называется, Рассыпное. Рассыпное, там, где кокпит упал. Там, конечно, было ужасное зрелище, да, когда все это перемешано, там какие-то посылки, это вот почтовое было отделение, какие-то посылки, какая-то канцелярия, и все это с кусками тел намешано. И там уже были вооруженные ДНРовцы, которые, значит, нас попросили удалиться вежливо. Соответственно, был дослан патрон, ствол, и, значит, нас вежливо попросили удалиться. И мы переехали под Грабово, где, собственно, упала основная часть фюзеляжа. Уже стемнело, и мы попросили МЧСовцев, у них там было 2 палатки, уже лагерь стоял, можно ли с ними переночевать. И мы остались с ними на ночь. То есть, как оказалось, спали на тех же носилках, на которых потом тело с поля выносили. Ну что, в общем, рассвело часа в 4-5, и то, что, конечно, я увидел, это было ужасно, потому что накануне мы с теми же самыми МЧСниками, да, там молоко пили, какие-то пирожки ели, и вот этот столик раскладной, который стоял у них на обочине, он как раз стоял рядом с телами, то есть в 2-3 метрах уже возле палаток, везде повсюду, то есть все поле было усыпано, значит, вот телами, кусками плоти, личными вещами. Все это было в каком-то адском беспорядке, уже явно, что уже искали документы, да, то есть все чемоданы были открыты, вот эти все фотографии, сувениры. В самолете оказалась секция для животных, и, значит, уже и павлины оказались там же, и большие цветные попугаи, все это, вот это все вот лежало вот ровным слоем, не знаю, на территории, наверное, 3 на 3 километра точно, вот то, где мы ходили. Тему авиакатастрофы на востоке Украины продолжат мои коллеги в Вашингтоне. Реакция американского сообщества. Наташа, вам слово. Как уже отметили наши коллеги в Праге, в США подан судебный иск против бывшего лидера сепаратистов Игоря Стрелкова-Гиркина. Александр Панов об информационной войне, развернувшейся вокруг сбитого лайнера. Это всемирная трагедия. Авиалайнер из Азии был уничтожен в небе над Европой. На борту были граждане многих стран. Необходимо объективное, тщательное международное расследование. Самолет разбился в 17:20 по Москве. В 17:50 появляется сообщение лидера сепаратистов Игоря Стрелкова, он же Гиркин. В районе Тореза только что сбили самолет АН-26. Валяется где-то за шахтой «Прогресс». Предупреждали же не летать в нашем небе. В 18:30 о сбитом украинском транспортнике Ан-26 заявило агентство РИА Новости. В 18:34 запись на сайте Life News. На место выехали их журналисты. Затем сообщение Гиркина-Стрелкова удаляется с сайта, но оно сохранилось в кэше поисковиков. Версия первая. Боинг сбили сепаратисты, перепутав с украинским военным транспортником. Киев предоставил аудиозаписи разговоров сепаратистов. Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабова, там море трупов, женщины, дети. Иск в окружной суд Чикаго, штат Иллинойс, подан против Игоря Гиркина, который, по нашему мнению, был главнокомандующим сепаратистского движения в Украине. Иск подан от имени 17 человек, граждан различных стран, в том числе ЮАР, Великобритании и Нидерландов. Мы опираемся на американский закон о защите жертв пыток, который позволяет судить иностранных граждан за так называемую внесудебную расправу, убийства, которые не подпадают под другие правовые статьи. Вы называете закон о защите жертв пыток, но где же здесь пытки?
В этом законе есть два раздела. Один связан с пытками, чего нет в данном случае, а второй — это внесудебная расправа, о которой я уже говорил, и которая в этом деле, несомненно, присутствует. Цитата из вашего интервью лондонской газете «Телеграф». Это иск не ради денег, а ради чего? Ведь в иске к Стрелкову присутствует, тем не менее, $900 миллионов. На самом деле 850 миллионов. Иски 17 пострадавших по 50 миллионов каждый. Но это действительно не из-за денег. Мы понимаем, что нереалистично получить эти деньги с Гиркина. Но мы и наши клиенты хотим получить ответы. В мире постоянно что-то происходит. И в дипломатических кругах, в политической текучке их трагедия может быть позабыта. А они хотят, чтобы ответственные понесли заслуженные наказания за это ужасное деяние. Наши клиенты хотят правосудия. Теперь российской версии катастрофы. В день гибели самолета в 20:52 на сайте РИА Новости появляется информация со ссылкой на очевидцев. Лайнер сбил украинский штурмовик. В 23:04 Russia Today выдает сообщение от имени испанского диспетчера, якобы сотрудника киевского аэропорта Борисполь. Боинг сопровождали 2 украинских штурмовика, они же его уничтожили. Это подхватывает федеральное телевидение, Вести, Первый канал и информагентство. В мае этого года российские специалисты ВПК делают вывод. Боинг сбит ракетой «Земля-воздух», ракетно-зенитным комплексом «Бук». Но вот вопрос, чьей территории? Очевидно, что Россия вовлечена в это самым прямым образом. Она обеспечила сепаратистов оружием, снаряжением, готовила их. Российский военнослужащий нажимал на кнопку или нет, это не столь существенно. Гибель Боинга стала поворотным пунктом для введения санкций против России. Не только Вашингтоном, но и Европейским Союзом. Прошел год, а официального заключения до сих пор нет. Москва утверждает, если бы Россия была виновата, выводы давно бы прозвучали. Создается впечатление, что все остальные потеряли интерес к расследованию. После первых таких резких, на грани истерики, обвинений в адрес России ополченцев, все те, кто с такими обвинениями выступал, словно воды в рот набрали. В канун годовщины телеканал CNN обнародовал предварительные результаты работы экспертов, содержащиеся в проекте окончательного доклада комиссии по расследованию происшествия, который должен быть представлен только в октябре. Самолет был сбит ракетой «Земля-воздух» с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами. Экспертам удалось даже установить тип и траекторию полета ракеты. Никто из официальных лиц не подтверждает эту утечку. Год спустя мы не знаем ответов. Но Нидерланды, Малайзия, США и другие страны стремятся поименно назвать всех людей, чьи действия или бездействия привели к катастрофе и гибели почти 300 человек. Александр Панов, Дана Преображенская, Дмитрий Шахов. Настоящее время, Вашингтон. Госсекретарь США Джон Керри опубликовал специальное заявление по поводу первой годовщины со дня трагедии в небе над Донбассом. Цитата. «Год спустя мы снова решительно подтверждаем нашу приверженность проведению скрупулезного и независимого международного расследования с тем, чтобы выяснить все факты того, что произошло в тот день, и, что особенно важно, увидеть, как виновных призовут к ответу». Тему продолжат коллеги в Праге. Катя? Спасибо, Наташа. На здании голландского посольства в Киеве приспущен флаг. К посольству Нидерландов политики, дипломаты и простые киевляне сегодня приносят цветы и мягкие игрушки. Депутаты Верховной Рады перед началом заседания также пришли к зданию посольства с соболезнованиями и цветами. Многие из них были одеты в черные футболки с силуэтом самолета и надписью «1 год». Рано или поздно высшее военное командование России и те, кто выполнял их преступные приказы, окажутся на скамье подсудимых Международного трибунала. Погибших в авиакатастрофе вспоминают во всех уголках земного шара. 15 жителей голландского города Хилверсюм были пассажирами рейса MH17. Материал моих коллег из Нидерландов. В этот собор в голландском городе Хилверсюм, неподалеку от Амстердама, приходят люди, чтобы почтить память местных жителей, погибших в результате крушения Боинга под Донецком. Кабинет отца Юлиуса Дресме уставлен фотографиями погибших. Вот это семья Смоленбург-Брауэр. Отец, мать, 2 детей. Это еще одна семья племянника одного из наших прихожан. Их ребенку не было и года. Все они были в том самолете. Хилверсюм – маленький, спокойный городок. Тяжелую утрату его жители переносят с чувством спокойного, стоического достоинства. Да, это произошло, но на земле многое другое происходит. Например, Сирия, беженцы.
Мои друзья были в гостях у одних родителей, когда те узнали, что их сын был в том самолете. Сейчас они по-прежнему приходят к ним в гости каждое воскресенье. Они продолжают эту традицию, чтобы дети не были забыты. В городском ботаническом саду в память о погибших вырастили подсолнухи из семян, привезенных с места крушения авиалайнера под Донецком. Здесь вы видите растения, которые мэр города подарит родным погибших, школам, спортивным клубам и так далее. Это очень хорошая идея, потому что семена становятся цветами, а из них снова появляются семена. Другими словами, жизнь продолжается. Спустя год после трагедии такие положительные мысли помогают жителям города справиться со своими эмоциями. Все мы тяжело переживаем утрату. Так много наших жителей оказались в том самолете. Город у нас небольшой, и поэтому в школах, магазинах, на улицах нам всем их очень не хватает. В настоящий бой с радикальными исламистами пришлось вступить спецслужбам Кыргызстана в центре Бишкека. Есть убитые и раненые. Интенсивные перестрелки между террористами и спецназом происходили сразу в 2 районах города. В ходе операции 6 боевиков были уничтожены, еще 4 удалось взять живыми. Есть раненые и среди бойцов спецназа. 4 солдат и офицеров госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. По предварительным данным, 2 из уничтоженных террористов – граждане Казахстана. Они состояли в подпольной исламистской организации, название которой кыргызские власти пока не раскрывают. Сегодня была проведена спецоперация по ликвидации боевиков, членов международной террористической организации. Намеревались организовать теракты в городе Бишкек, в связи с чем было принято решение провести специальную операцию. Спецоперация по уничтожению боевиков прошла удачно. Среди мирных жителей никаких потерь нету, и это очень хорошие, можно сказать, итоги сегодняшней операции. По последней информации спецслужб Кыргызстана, обезвреженная террористическая ячейка готовила масштабный теракт в Бишкеке, а также собиралась атаковать российскую авиабазу «Кант» с целью завладеть хранящимся там оружием. Время передавать словом коллегам в Вашингтоне. Наташа. Спасибо, Катя. ФБР расследует стрельбу в рекрутинговом центре военно-морских сил США. Уроженец Кувейта, 24-летний Мухаммед Юсуф Абдулазиз, застрелил 4 морских пехотинцев. И его имя отсутствовало в базе данных подозреваемых в террористической деятельности, хотя по сообщению газеты «Нью-Йорк Таймс» несколько лет назад велось расследование против его отца, который пожертвовал деньги организации, возможно, связанной с террористами. ФБР ищет мотивы, которыми руководствовался подозреваемый в убийстве 4 морских пехотинцев в Чаттануге, штат Теннесси. Пока ФБР не обладает информацией о связях этого человека с какой-либо из террористических группировок. Мы только начали расследование. Мы рассмотрим и этот вариант. На данный момент у нас нет прямых доказательств того, что это был теракт. По словам Рейнхолда, следователи понятия не имеют, почему 24-летний Мухаммед Юсуф Абдулазиз открыл огонь, убив 4 морских пехотинцев и ранив 2 человек. Напомним, что Абдулазиз также был убит. Мы проверяем все. Места, где он жил, бывал, делал покупки, учился, кто были его друзья, ходил ли он в спортзал. По данным властей, Абдулазиз открыл стрельбу из машины, ранив рекрутера корпуса морской пехоты. После этого он проехал около 10 километров, где начал вновь стрелять. В связи со стрельбой власти США повысили уровень безопасности в федеральных зданиях. Президент США Барак Обама обещал провести тщательное расследование и выразил соболезнования родным и близким погибших. Комитет по международным отношениям Сената США в четверг обсудил ситуацию с правами человека в мире. Обсуждали также и перспективы принятия так называемого глобального акта Магнитского, который позволил бы властям США активнее применять санкции против нарушителей прав человека. Роман Мамонов продолжит тему.
Формат слушаний в Сенатском комитете, конечно, не позволяет обсудить в деталях ситуацию с правами человека в разных частях мира. Тема слишком обширна, а времени слишком мало. Как заранее предупредил первый из приглашенных, помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Том Малиновский, 5 минут по регламенту уж точно не хватит на доклад. Обстоятельную речь пришлось сокращать на ходу. Я хотел бы отметить то хорошее, чего удалось добиться в последний год. Множество людей по-прежнему борются за права человека и побеждают. Я говорю, например, про успех Майдана в Украине за последний год и о той работе, которую делают украинцы сейчас, чтобы сохранить страну на выбранном пути. В то же время правозащитное движение встречает серьезное сопротивление, и часто кажется, что никогда еще не было такого количества кризисов. Сейчас основное внимание Сенатский комитет уделяет нескольким видам нарушения прав человека: коррупция, политические репрессии, современная торговля людьми. США, по версии сенаторов, занимают ведущую роль в борьбе с этими явлениями. И тут не случайно упоминается акт Магнитского, закон, вводящий санкции против российских чиновников из-за дела погибшего в тюрьме юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Комитет по международным отношениям готовится во второй раз рассматривать проект глобального акта Магнитского. Документ расширяет действие одноименного закона, и под него попадет уже не только Россия, но и другие страны, где нарушаются права человека. Предыдущая версия документа была утверждена комитетом год назад, но у прошлого Конгресса так и не дошли руки до его утверждения. Глобальный акт Магнитского позволит властям США свободнее вводить санкции против граждан любой страны мира, в отношении которых есть доказательства применения пыток, коррупции, преследования гражданских активистов. Freedom House поддерживает принятие глобального акта Магнитского, поскольку визовые ограничения позволят привлечь международное внимание к личности нарушителей прав человека и ограничат их возможности избежать наказания. Мы не оставим властям стран выбора. Либо они защищают коррупционеров и ставят под удар свои режимы, либо разрывают любые связи с такими чиновниками. Правозащитники и Конгресс часто призывают Белый дом и Госдеп активнее давить на страны, где ущемляются права человека. В списке и Россия, и Китай, и Саудовская Аравия, и Египет, и Бахрейн, и Узбекистан, и Куба, и другие страны. Как уверены сенаторы, глобальный список Магнитского позволит Белому дому и Госдепу действовать более эффективно, вводя точечные персональные санкции. Роман Мамонов, Сергей Москалев. Настоящее время. Вашингтон. В понедельник США и Куба полностью восстановят дипломатические отношения. Открытие дипломатических миссий – это лишь часть процесса нормализации отношений и, как надеются в Вашингтоне, демократизация островного государства. Возьмем, к примеру, интернет. Куба – одна из тех стран мира, где доступ к всемирной паутине для большей части населения значительно ограничен. Кубинское правительство пообещало решить эту проблему, а пока некоторые энтузиасты самостоятельно создают сети для общения. Подробности в репортаже Джорджа Путича. В подобных общественных центрах с разрешения Министерства культуры Кубы молодежь имеет возможность воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Несмотря на то, что этот Wi-Fi нельзя назвать быстрым, он бесплатный. Я могу выйти в интернет почти каждый раз. Только у небольшого числа кубинцев есть выделенный доступ в интернет, и это не дешевая услуга. Иностранцы могут воспользоваться всемирной паутиной из своих отелей за приличную сумму. Обещание правительства расширить доступ к интернету пока остается невыполненным. Однако у части кубинцев есть собственные компьютеры, и многие из них становятся частью локальной сети, которая позволяет их владельцам общаться и экспериментировать. Замена отсутствующего интернета местной сетью позволяет нам общаться на форумах, создавать пространство для игр, обмена информацией, идеями, споров на любые темы, от спорта до музыки. Кабели, проложенные по крышам, позволяют объединять в сеть до 10 компьютеров. Этот кабель соединяет несколько компьютеров и, в свою очередь, подсоединен к другому, который также соединяет десятки людей, который, в свою очередь, соединен со следующим и так далее. Так устроена наша сеть. Обмен кинофильмами и игра в компьютерные игры не привлекают внимания властей. А вот с форумами ситуация другая. Все понимают, что за нами наблюдают, и некоторые из нас реагируют на что-то остро и нервничают, поскольку не хотят лишиться возможности пользоваться сетью. Никто не хочет остаться без кино и музыки. Альтернатива, знаете ли, это вопрос довольно сложный. Кубинцам известно, что любители компьютерных игр по всему миру участвуют в онлайн-турнирах. Молодые кубинцы надеются, что в один день и они смогут принимать в них участие.
Не только международные турниры в США. Мы хотим играть и с другими странами. Но чтобы это стало возможным, наша локальная сеть должна получить доступ в интернет. Но пока кубинское правительство ограничивает свободный обмен информацией, это остается только мечтой. И от дипломатии к шоу-бизнесу. Джозеф Гордон-Левитт в свои 34 года не только знаменитый и востребованный американский актер. Основанная им продюсерская компания Hit Record, успешный дебют которой состоялся в прошлом году, в ближайшее время выходит со своим шоу в новом сезоне. В роли главного куратора и ведущего выступает сам Гордон-Левитт. Подробнее Дарья Кутковая. Попасть в список подающих надежды молодых актеров Гордону Левитту помогла комедия «500 дней лета». Это история о юноше, который впервые переживает радости и разочарования любви. Именно на волне этой популярности и успеха Гордон Левитт создал собственную продюсерскую компанию Hit Record, которая стала заниматься производством коротких видеороликов. Идея заключалась в том, что видео придумывает не только сам актер, но и его поклонники, присылающие свои ролики и идеи. Шоу получилось, и вот теперь телеканал Pivot показывает уже второй сезон. Красная круглая кнопка стала символом. Я тот, кто ее нажмет. Я установил себе программу для видеомонтажа Final Cut Pro и начал снимать. Постепенно у сайта появились поклонники. Тогда мы с братом поняли, что круче видео о людях могут только быть видео, сделанные вместе с посетителями сайта. И мы стали сотрудничать. Кто-то что-то писал, кто-то другой начитывал, кто-то накладывал музыку и так далее. В коротких роликах, которые присылают фанаты, можно увидеть все, что происходит в жизни, через анимацию, в сопровождении музыки и стихов. В ответ на критику, что известный и хорошо оплачиваемый актер получает прибыль благодаря тем, кто добровольно и безвозмездно предоставляет ему свое творчество, Гордон Левитт рассказал. Мы придумали, как сделать все законно с соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы платим тем, чьи работы используем в наших проектах. И на сегодняшний день мы выплатили более $1 миллиона. Каждое шоу состоит из разных фрагментов, в которых иногда появляется и сам Гордон Левитт, и другие звездные гости. И о курьезах. Более 150 пар близнецов в Центральном парке Нью-Йорка попытались установить рекорд книги Гиннесса по количеству велосипедистов, одновременно преодолевающих дистанцию на тандеме. И хотя попытка оказалась неудачной, все участники велопробега признались, что получили огромное удовольствие, несмотря на то, что некоторые впервые сели на тандем. Но болельщики и просто туристы смогли увидеть небывалое количество близнецов. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Завтра в эфире ваших телеканалов смотрите программу «Настоящее время. Итоги» с Игорем Тихоненко. Всего доброго. Наконец-то подписали историческое соглашение Ирана и «шестерки». Насколько легко его нарушить? Год спустя. Что знают голландские исследователи о виновниках крушения малазийского Боинга над Донбассом? Впервые президент США за решеткой, о посещении Бараком Обамой федеральной тюрьмы в штате Оклахома. И, наконец, самые обсуждаемые события США в программе «Настоящее время. Итоги». Спасибо, Наташа. О самых интересных, на наш взгляд, событиях уходящей недели вы можете узнать от моего коллеги Сергея Дорофеева. Неделя, 7 дней нашей жизни в одной программе. Смотрите в это воскресенье. Украина. Новый фронт москаля. Губернатора Луганской области назначают главным в Закарпатье. Там на неделе стреляют. Основная версия – кланы делят контрабандные потоки. Прошел год, 298 погибших и ни одного наказанного. Мир вспоминает жертв катастрофы малазийского Боинга на Донбассе. Историческое соглашение по Ирану. Санкции готовы снять. Отказываясь от ядерной бомбы, Тегеран подкладывает бомбу под мировой рынок нефти. Российский рубль реагирует. Владимир Путин подписывает закон о праве на забвение. Ждать ли переписывания прошлого и сокрытия компромата? Я слишком много потратил времени на такую галимую публицистику. Может быть, пьеса или повесть, которую мог бы написать в это время, как-то сработало бы лучше. Писатель и журналист Виктор Шендерович дает интервью нашей программе. Целая неделя за полчаса. Смотрите в воскресенье в эфире своих национальных каналов или на нашем сайте currenttime.tv. На этом мы прощаемся с вами. Увидимся на следующей неделе. В настоящее время. Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.